Так, Олег Валерьевич, тогда начнем с вас, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Михаил Фимович, Михаил Викторович, участники совещания. Во-первых, разрешите присоединиться к поздравлениям Михаила Викторовича. Михаил Фимович, от всей души поздравляю с высокой наградой и разрешите перейти к докладу. В сентябре прошлого года в нашем районе прошел первый инвестиционный форум по опережающему развитию долины Эркени, основной целью которого было улучшение инвестиционного климата, поиск новых путей развития долины Эркени и реализация перспективных проектов. Сегодня мы собрались для подведения итогов о проделанной работе в соответствии с перечнем поручений первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Была проделана большая работа, велось активное взаимодействие с представителями бизнеса, муниципальными образованиями и органами власти по системообразующим секторам экономики, туристическому, сельскохозяйственному кластеру, креативным сервисам и услугам. Так как перспективы развития долины Эркени связаны в первую очередь с реализацией проектов в области развития туризма и агропромышленного сектора, то первоначально отмечу работу по данным направлениям. В положительном направлении развивается сельскохозяйственное взаимодействие. В частности, в течение 3 лет сельскохозяйственные предприятия долины Эркени ведут работу по посеву многолетних и однолетних трав, посевные площади ежегодно увеличиваются. В рамках подпрограммы развития кормопроизводства муниципальной сельской программы Хангаласского улуса проводятся мероприятия по восстановлению заброшенных земель. Так, индивидуальный предприниматель Денисова Евдокия Семеновна работает по восстановлению заброшенных пашин с 2017 года, и за 3 года всего площадь восстановленных пашин составила более 700 гектаров в местности Урюнгбас. Для развития агрономического предпринимательства аграрная политика района направлена на кардинальное увеличение производительности труда, роста объемов переработанной сельскохозяйственной продукции в целях повышения урожайности и улучшения финансовых показателей, развитие направлений смарт-растениеводства и смарт-животноводства. Для этого хозяйствующие субъекты, в том числе те, кто получили гранты, будут применять современную сельскохозяйственную технику, внедряя инновационные технологии. В рамках подписанных соглашений по итогам работы первого инвестиционного форума на сегодняшний день сделано следующее. Семье Замаршиковых выделен земельный участок на территории муниципального образования Актемский наслед, получен грант агростартап в размере 3 миллионов рублей из госбюджета республики по линии Министерства сельского хозяйства на развитие пчеловодства, в том числе на территории сел Ой и Актемсы с планируемым объемом производства меда до 20 тонн в год. На базе агрофирмы Немюгы в 2020 году создана экоферма Туймада в селе Ой, которые занимаются животноводством и растениеводством. Данное предприятие также по содействию администрации района получили субсидии из госбюджета республики и бюджета района в размере 9 миллионов рублей на приобретение семян под посев кормовых культур, приобретение техники и на поддержку производства и переработку продукции скотоводства. Кроме того, по содействию администрации района крестьянское фермерское хозяйство Уаров из села Улах-Ан получил в 2020 году грант в размере 15 миллионов рублей из госбюджета республики по линии Министерства сельского хозяйства на развитие животноводства по направлению коневодства. Для обеспечения формирования единого туристического пространства на территории района и якутской агломерации для повышения узнаваемости и известности бренда Хангаласского улуса была проведена масштабная работа по разработке проектно-сметной документации ТРК Ортодойду общей стоимостью 1 миллиард 314 миллионов рублей на площади более 50 гектаров. Имеется положительное заключение государственной экспертизы. Проект включает в себя Центр якутского долголетия, конно-туристическая школа, Центр духовного возрождения, этнографический комплекс, гостиницу на 50 мест, панорамное сооружение с кафе с инженерной инфраструктурой. Данный проект не реализован в связи с отсутствием инвестиций. Уверен, что проект ТРК Ортодойду будет реализован в рамках реализации проекта ТРК Лена. По итогам федерального конкурса на получение грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, от 12 ноября 2020 года индивидуальный предприниматель Прокофьев
с проектом «Глэмпинг» в этнотуристическом комплексе «Октябрь Парк» и индивидуальный предприниматель Андреев вошли в число победителей федерального конкурса и получат грант в размере по 3 миллионов рублей. По вопросу создания высокотехнологического IT-центра в 2005 году на основании постановления правительства Республики Саха-Якутия за номером 192 в городе Покровское открыт Покровский колледж бизнес-технологий, основным направлением которого является обучение в сфере информационных технологий и туризма. В 2019 году Покровский колледж стал обладателем гранта Министерства образования Российской Федерации в размере 37 миллионов рублей. Средства гранта направлены на создание и оснащение современной материально-технической базы и мастерских по компетенциям кибербезопасность, разработка мобильных приложений, разработка виртуальной и дополненной реальности, веб-дизайн и разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений. В июне 2020 года район принял участие в конкурсном отборе по открытию и развитию IT-центров на территории республики. По итогам конкурсного отбора планируется открытие IT-центра в городе Покровске. Надеемся, что с открытием IT-центра будут внедрены цифровые технологии и работа в данном направлении усилится. Теперь перейдем к планам на будущее с учетом достигнутых результатов. Обращаю ваше внимание, что главными задачами для нас на сегодняшний день остаются создание комфортного пространства, оказание содействия налаживанию партнерских отношений между потенциальными инвесторами, предприятиями и реализующими мероприятия инвестиционных проектов, оказание содействия налаживанию диалога и выстраиванию отношений между представителями бизнеса, предприятиями и властью, поиск новых идей и решений в реализации проектов, оказание содействия населению в целях развития семейной экономики. Решение задач будут осуществляться посредством комплексного развития туристической и обеспечивающей инфраструктуры и в первую очередь развития транспортной системы и энергетического обеспечения, соединяющей места туристического интереса. Для обеспечения переработки сырья и в будущем выхода на всероссийские и в дальнейшем на международные рынки высококачественной готовой продукции путем создания конкурентоспособного кластера агропромышленного комплекса на базе завода «Делегей» НХЗ Групп планируется открытие мясоперерабатывающего цеха с убойной площадкой и открытие цеха по сыроварению в селе Улах-Ан. При производстве продукции и глубокой переработке будут применены инновационные технологии. Продукция будет соответствовать высоким стандартам качества, что позволит продвигать республиканский бренд «Сделано в Якутии». Развитие семейной экономики напрямую зависит от правильно запланированного бюджета. Для этого, чтобы эффективно использовать свои доходы, семья должна научиться правильно составлять свой бюджет, планировать расходы, тщательно продумывать все способы получения дохода для увеличения благосостояния семьи. В настоящее время со стороны государства предусмотрены различные меры поддержки в целях увеличения среднего достатка семьи. Одной из мер поддержки является предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта. В Республике Саха-Якутия ежегодно в районе указанной меры поддержки пользуются порядка 50 семей, в том числе в долине Эркяне примерно 17 семей. Но из указанного количества семей единицы развивают свое дело. Поэтому сегодня главам муниципального образования необходимо провести четкую и слаженную работу с населением по использованию данной меры поддержки в целях дальнейшего развития семейной экономики, чтобы это было не разовым мероприятием, а источником постоянного дохода. Со своей стороны муниципальный район рассмотрит возможность проведения мероприятий по софинансированию расходов для создания собственного дела и развития семейной экономики. В заключение еще раз хочу отметить, и в дальнейшем планируем работать с представителями бизнеса, муниципальными образованиями и органами власти для улучшения инвестиционного климата, реализации перспективных проектов по созданию благоприятных условий для предпринимателей, главными драйверами экономического развития, что в целом повлияет на развитие семейной экономики, улучшение качества жизни населения, в том числе приведет к среднему достатку на душу населения. Спасибо за внимание.